Ну, пускай читают дети мои сказки, мои рассказы. На одной маленькой деревне, там несколько домиков было в этой деревне. Вышла одна бабушка на крыльцо и на всю деревню закричала: «Эй, соседушки, приходите все ко мне пельмени кушать, всем хватит!» Много сварила. И все слыхали. Даже два медведя в ближнем лесу ходили. Один мишка большой, мама мишка, другой мишутка маленький. Говорит: «Мамка, всех пельмени зовут кушать. Пойдем?» «О, мишка, мама говорит, я пельмени люблю. Пойдем». И пошли они в тот домик, где кричала бабка. Заходят, а там уже все собрались кушать за одним столом. Маленькие деревни, маленьких людей, мало людей. Все уже сидят, хозяйка им подает пельмени в тарелочках. А тут медведи заходят. Все испугались. Кто в дверь проскочил, кто в окно выскочил. Все убежали. Только хозяйка от испуга так села около печки, сидит. А они, медведи, пришли, со стола все смели, все слезали, тарелки, ложки перекидали. Наелись, пельмени вкусные, пошли. И пошли. А тут хозяйка говорит: «А где же ваше спасибо?» Медведи переглянулись и пошли дальше. А когда в лес пришли свои, Мишутка спрашивает: «Мамка, а куда мы спасибо потеряли?» Бабушка спрашивает: «Мамка, вот я не знаю, давай поищем». И стали они искать. Кустики поднимают, что-то ищут. Травку так и кочки приподнимают, лапами своими почесали. И ищут что-то, ничего нету. То смотри, о, смотри, видишь, волк бежит, спросим у него. Может, он знает, где наше спасибо. «Эй, волчище, рыжее хвостище, ну-ка, не видал ли ты наше спасибо?» Волк остановился, оторопел, говорит: «О, у вас что?» Ничего не сказал, дальше ушел. По-моему, покутил. О, что такое? Волк ничего не сказал. Он, смотри, зайчик бежит, он-то видал наше спасибо. Давай спросим: «Зайчик, скажи, не видал ли ты наше спасибо, а то куда-то мы его потеряли?» Зайчик остановился, подумал. Вон, видите, говорит, там красивая полянка с цветочками. Там девочка гуляет. Идите, спросите у нее. А может, она видела ваше спасибо? Пошли медведи туда, на эту полянку. Вот эта девочка, одна кошечка заплетенная, а другая расплетенная. Вот. Медведи увидели ленточку на дороге. О, вот это надо. Давай спросим, может, это ей на спасибо кто. Подошли к девочке: «Девочка, это не твое спасибо?» Она схватила, быстренько заплела другую косичку. «Это, говорит, не спасибо, это ленточка». «А где же тогда наше спасибо?» спрашивают медведи. Вот это спасибо, это ведь не что-нибудь, а это слово хорошее, которое вы, наверное, куда-то кому-то забыли сказать. Вот, медведи переглянулись. «Ну что, ведь это бабушке-то спасибо за пельмени не сказали. Пойдем, куда скажем». Пошли они обратно в деревню, зашли на крыльцо, открыли двери, и бабки говорят: «Бабушка, спасибо за пельмени!» «А, дошло до вас, что спасибо надо сказать». Вот эта сказка. Хорошая сказка, да? Запомнили? А? Запомнили, да? Вот, будете своим братишкам, сестричкам рассказывать и вашим деточкам рассказывать будете, ладно?